Здравствуйте! Биография американского писателя Марка Твена, который множество своих книг посвятил приключениям, сама полна различных путешествий и неожиданных поворотов судьбы. Полное имя прозаика Сэмюэль Лэнхан Клеменс. Он появился на свет в конце осени 1835 года, в тот период, когда над Землей пронеслась комета Галлея. По загадочному стечению обстоятельств, второй перелет небесного тела над планетой произойдет точно в день смерти писателя. Семья будущего литератора проживала в небольшом поселке Флорида, штата Миссури. Семейство испытывало трудности, хотя отец занимал пост судьи. И вскоре они были вынуждены переселиться в судоходный город Ганнибал, который был расположен на берегу американской реки Миссисипи. С этим местечком у Сэма связаны самые теплые воспоминания детства. Они легли в основу наиболее популярных произведений прозаика. В 18 лет Сэмюэль Клеменс отправляется в путешествие по стране. Он запоем читает, посещая лучшие библиотечные залы. Мальчик, который вынужден был оставить учебу в школе в детские годы, восполняет пробелы образования в книжных хранилищах Нью-Йорка. В скором времени молодой человек получает должность помощника лоцмана на корабле. В 1863 году впервые писатель подписывает свои произведения под псевдонимом Марк Твен, взятым из судоходной практики. Свои книги прозаик никогда не подписывал настоящим именем. Надо сказать, что сразу же Сэмюэль становится популярным, а его первое крупное юмористическое произведение, знаменитая скачущая лягушка из Калавероса, получила известность во всех штатах. В середине 70-х появляется знаменитая история приключения Тома Сойера, в которой несколько по-другому описывается детство самого писателя. Затем свет увидела повесть «Принц и нищий», пришедшаяся по вкусу американскому народу. Также появляется книга Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, где историческая тема переплетается с темой перемещения в машине времени. В середине 80-х Сэмюэль Клеменс открывает свое издательство. Первой книгой становится произведение «Приключения Гекльберри Финна». В этом романе Марк Твен впервые ярко выступает с критикой установленного порядка в обществе. Писатель выпускает также бестселлер «Воспоминания», посвященный президенту штатов Гранту. Собственная типография просуществовала до середины 90-х, пока окончательно не обанкротилась в связи с экономическим крахом в стране. Последние книги писателя, которые были написаны уже отточенным, выверенным слогом, не имели того успеха, как первые. Его герои, оставаясь по-прежнему остроумными авантюристами, попадают уже в неоднозначные ситуации, которые требуют философского подхода и бескомпромиссного выбора. В эти годы Марку Твену присваивается ряд докторских степеней ведущих университетов США. Это было весьма лестно человеку, который когда-то давно вынужден был оставить школьное образование. В последних своих произведениях «Таинственный незнакомец» и «Письма с земли», которые были напечатаны лишь спустя годы после его кончины, Твен с присущим ему сарказмом воспевает атеизм. Причиной его собственной смерти стала стенокардия. Очередной ее приступ унес жизнь великого писателя в середине весны 1910 года в городе Риддинг, штата Коннектикут.